Все, вода закипела. Отлично. Эту бурду сейчас туда закинем. Ну, в принципе, все есть. Тут мясо есть. Этикетку сорвал, не буду рекламировать, что за мясо. Слона или лошади. Фиг знает, чем кормят народ. Но, если видно, видите, мясо есть. Вот, смотрите. Сплошное мясо. Только не знаю, что за мясо. Жир не знаю, добавлять, не добавлять. Жирное, в принципе. Не знаю, что за жир тут. Не буду ложить. Ну и вот такой пачковый суп. Куриный. Это уже мои подписчики 100 раз видели. Вот так вот. Быстрый суп. Не буду заморачиваться на несколько часов готовки еды. Все очень быстро и вкусно. Соль чуть позже добавлю. Потому что некоторые пачковые супы очень соленые. Так что не спешите солить. А такую пачку я рекомендую. Хороший суп. Не один год уже я ем это. А вот такой я брал грибной, написано. Это ужас какой-то. Я начал варить там, попробовать. Ну, просто захотелось грибного супа. Короче, начал варить. Такая вонь в доме стала. Я быстренько, даже с собакам я это не... На улицу с кастрюлей вышел и вылил. Ужас какой-то. А вот куриный, это уже ништяк. Чаепитие продолжается. Сейчас 2 полены еще расколол. Думаю, на ночь хватит. Я еще буду топить. Будем считать, если ночью я проснусь, я еще подкину. Я задвижку не буду закрывать ради безопасности, потому что некоторые, я думаю, что жарко и еще, ну, как бы печка полностью не нагревается кирпичная, задвижку закрывают и потом угар начинается у них. Ну, нехорошо будет, если так сделать. Я лучше подкину, как железная печка, так пускай горит, постепенно горит, жар дает и все нормально. А уже если вторую ночь, уже можно закрывать. Если завтра ночевать будем, уже когда буду ложиться, могу закрыть и все нормально. Сейчас вот он включил навигатор и сам удивился. Тому, что я прошел сегодня пешком вот на лыжах 23 500. Это немало. Это, ребята, немало. Усталость, в принципе, вот устал. Не буду я выпендриваться и говорить, что ну, не устал или еще что-то. Низкая зарядка батарейки. Так, ну ладно. И, короче, я устал. Действительно сегодня устал. И вырубился вообще. Все, батарейка сдохла. Одним словом, вот, я зимой проходил 22 километра, летом 44. Это максимум, что я проходил. А сегодня зимний рекорд я дал 23 500. Нормально. Да. Я вам скажу, не каждый пройдет. Так что... Ну вот, ради какой-то надежды, вот, все больше шел. И вот я
показывал. Я вообще сегодня съемку не хотел вести, потому что, ну, вот так вот. Людям не хочется, чтобы я болтал там, разговаривал, показывал. И не знаю, как быть. Хотя, зачем я их слушаю? Я, наверное, если так дело пойдет, я каждого буду банить, которые вот капризничают, какой-то вот негатив, там, в заблуждение вводят других пользователей, ой, не пользователей, зрителей. Вот новичок вот зайдет ко мне, и там начнут читать одни негативы. Почему так писать? Вроде все делаю нормально, нигде ничего так. Но есть вот такая вот сейчас какая-то атака на моем канале идет, что вот начали такое писать, пишут и пишут. Короче, всех буду банить. Буду очищать свой канал от негатива. Останутся минимум, но уже зрители мои. Так что не обижайтесь. Если хотите остаться на канале, воздержитесь от комментариев, не пишите ничего. Или если увижу и мне не понравится, ну вот будут потом писать, всех блокирует. Пишите, что хотите, но я буду вычищать негатив. Может быть, даже и не на все комментарии буду отвечать. Если будут накопиться вопросы у подписчиков, я буду делать стрим, предупрежу, на стрим зайдете и поговорим на стриме. Задавайте там вопросы. Просто задолбали уже. Но есть каналы, которые вот предупреждаю, что с такими людьми бесполезно спорить, только нервы потратишь. А действительно, я уже начал понимать. Нервничаешь потом, блин, из-за ерунды какой-то, из-за какого-то, я не знаю, пишут там то, что они не знают, и винят меня в разных... Ой, блин, зло берет. Действительно. Как Сергей Добрый, вот добрые каналы, как-то фильм тоже сделал. Накипело. Вот действительно он тоже вот высказался, все, вот высказал, вот действительно накипело, говорит, он тоже вот так ему надоели все, вот пишут, просто вот оскорбляют там всякое разное нелюдина. Не понимают, блин, что такое вот охота, промысел, или ждут крови от, в моих видео, там, ждут крови, там, добычи. Как я могу добыть кого-то, если за 23 километра пройдены мной сегодня? Видел только двух своими глазами одного глухаря и еще слышал одного глухаря. Тетерки взлетели, и это уже ночью, считай, в темноте. Как вы, народ, не понимаете, что у нас птиц мало, нету, зверей нету, зайцы исчезли, зайцев нету тоже. Я смотрю в YouTube, там без леса поле, стреляют, зайцы есть, русаки или я не знаю, в чистом поле живут зайцы. У нас лес зараженный, понимаете? Я 1000 раз уже говорил вам, но меня никто не слышит. Через наши леса летят ракеты, которые опыляются, вот это, блядь, реактивная фигня, короче, какая-то. Как начал с Плесецка ракеты через нас лететь, все исчезло. Верьте, не верьте. Не хотел вот вообще ничего говорить, но вот и лес у нас вряд ли восстановится. Пока Плесецк будет, у нас ничего не будет. Даже ягоды сейчас уже начинают как бы меньше становиться.
Не только звери погубляют птицы, но и уже ягоды. Думаю, так будет, что вообще без ягод лес останется. Тем более и вырубают все. Вот. Но я прервался на эти. Она кипела, короче. Я еще вот. Просто я сейчас слова не могу подобрать. Но разродился аккумулятор, одним словом. Быстро из головы все вылетает. Как сказать, хотел еще больше рассказать про споры. Не буду. Нервы не буду. Я лучше поберегу свои нервы. А имейте в виду, будете так дальше писать, буду всех банить. Мне по барабану, что вы думаете обо мне. Я не злюка какой-нибудь или же еще какой-то. Я нормальный человек, снимаю адекватные, хорошие фильмы. Про природу, там на название там цепляются, там еще что-то не устраивает, там, блин. Ну фиг с ним. И я прервался, вот, короче, вот сегодня, когда ходил, ну там я тоже, где я, круг такой у меня получилось, и где вот я заканчивал этот круг, и чтобы вот обратно уже возвращаться, в ту сторону я более-менее подходил, но вот снимал я это болото сегодня, и к этому болоту у меня планы были еще вот дальше сходить. Это осенью я думаю, дальше схожу, там незнакомые места для меня, с собаками поброжу, там может еще какое-то. Но там такое болото оказалось, что чтобы обойти это болото, целый день понадобится. Короче, я туда осенью точно не полезу. Там сыро вообще ходить. Будешь идти и умирать. Вот так вот. А конечно же, видео будет осеннее. Все будем снимать. Самое главное, чтобы птица была. Немножко на семена есть. Будем надеяться, что будет. Хотя возле реки нашей Нившеры там косачи есть в этом году очень много. А вот в тайге уже совсем другое. Очень много рябчиков еще оставалось осенью. А вот сегодня я прошелся вот возле избушки, одна штука только. Не знаю, может тоже погибли. Может переход какой-то сделали, ушли. Но не должны они уходить, в принципе. Вот так вот. Больше на сегодня истории я не буду рассказывать. У меня суп сварился, я сейчас буду ужинать. И буду отдыхать. Позвонил домой вообще. Сейчас время 9 часов. Если не обманывают мои часы. 9 часов. 9 часов 3 минуты вечера. Я в избушку зашел. Я вот домой позвонил. Сколько, говорю, время. И мне говорили там без 10 помнится. Вот без 10 я зашел домой. Я так-то я и говорил, что около 7 она. Ну, не ошибся, в принципе, угадал с временем. Ноги гудят, скорее бы раздеться и лечь. Конечно, матрас еще холодный. Многие ждали рассказы за ужином, но сегодня точно ничего не будет. Да и рассказывать, в принципе, не знаю что. Вот так вот. Одним словом, ребята, я сегодняшнюю съемку буду заканчивать. Встретимся уже завтра. Посмотрим, что завтра будет. Но завтра, думаю, буду отдыхать. В принципе, все, с карабином я в лес уже не выйду. Что
хотел, какие планы у меня были, вот все я сегодня сделал. Туда сходить, ниже по течению сходил, как сказать, надеясь встретить там бобров, но что-то я и не нашел их, не знаю, где-то спрятались, может. И потом целый день шел вот по сосняку, надеялся, что увижу глухаря. Если днем я увидел, я бы, конечно же, подстрелил, но вот вечерние глухари, вот, мне они понравились, они уже такуют, оказывается, ребят, такуют, и я их трогать не буду. Пусть размножаются, бедные, блин. Нет, нет, все, шабаш с охотой, хватит. За зиму две тетерки подстрелил. Ну, один только вот причина, думаю, пока что я не привык к карабину, но со временем будут еще охоты с карабином. С мелкашкой я бы больше настрелял косачей в этом году, потому что их много было. Но с карабина первый день, конечно же, вот видели видео, там как-то я по носу получил. Там сколько раз, 7 или 8 разного настрелял. Из карабина стрелял. Такой грохот, но не улетали. А с мелкашкой можно было бы, думаю, подбить несколько штук. Ну, что было, то прошло. Будем надеяться на лучшее. Будем ждать очередной сезон охоты осенний. Там посмотрим, как будет. И уже скоро будет охота на уток. На уток и буду, наверное, уже скоро снимать подготовка шалаша. Ну, примерно вот такие планы. А это сериальчик очередной будет. Все, ребят, заканчиваю съемку. До завтра. А напоследок, может кому-то интересно, какой супчик у меня получилось. Вот смотрите и завидуйте, ребят. Вот такой аппетитный супчик. Он наваристый, смотрите. С приправой, с мясом. Какой-то поплавок, я не знаю. Вымя у коровы, может, или еще что-то. Хрен его знает. Яйца у быка, может. Что за бурду там, из чего там консервы делают, мы не знаем. Ну да ладно. У человека организм все выдерживает. Крепкий организм. Вот так. Ну, я ужинаю и отдыхать. Все на сегодня. 6 часов 20 минут сейчас утра. На улице минус 2 градуса. Потеплело, одним словом. Вчера минус 7 было. Сегодня минус 2. И всю ночь непрерывно шел снег. Затопил печку. Вон трещит-то. Трещит. Сейчас подогрею чай. Чайник подогрею. И дальше буду отдыхать. Все тело ломит, одним словом, ребят. Все тело. Спина, ноги гудят. Я так вчера устал, что не хватило. Я сегодня буду отдыхать. Спешить некуда. Куда пойдешь сейчас? Может, на рыбалку пойду. Посмотрим вообще. Сейчас я буду просыпаться. Как чайник закипит, чай попью. Позавтракаю. Тулан у меня в будке. Вчера я выкопал ему будку, и он сразу же туда полез, залез, то есть. И он спал в будке. Ему там неплохо, одним словом. А в избушку я собак не впускаю. Не хочу, чтобы они привыкли к этому. У них вместо будка или же на улице охраняют пусть меня. Вот такие делишки. Сейчас покажу, как выглядит природа сегодня. Вон, все в снегу. Смотрите, как идет снег.
такой слой, примерно 5 сантиметров выпал. Мои лыжи. Не знаю, когда перестанет идти снег. Сегодня плюсовая, наверное, +1 обещают. Туланчик, живой, здоровый. Тулан, узкоглазый. Тула. Ну вот, очередной день начался. Съездил на рыбалку, ребят, на буране. Зачем я буран взял, не понимаю. Думаю, подальше съезжу. Короче, пока ехал, уже начало набивать. Часик порыбачил, и давай быстрее, думаю, вернуться, пока дождь не начался. Я не знаю, погода вообще жесть какая-то. Вот тает все, вот сырой я. Буквально съездил с километра, но от силы 1,5. Там ямы хорошие, дай, думаю, съезжу, попытаю счастье. Нифига не ловится. 2 поклевки только было. Ну, сегодня рыбалка, не знаю. И вроде как погода вот такая пасмурная, должна рыба клевать. Но пока ничего не попалось. Снимать ничего не стал. Вот тут у меня буран, короче. Сейчас покажу. Накрыл пленкой. Тентом не стал уже покрывать. Сейчас сырой. И смотрите, как набивает вам. Видели? Что творится? Надо, думаю, здесь борта открыть тоже. Это сейчас я почищу. Нахрен я сегодня залез на буране куда-то. Не сидится, блин. Это все надо очистить, потому что завтра опять уже заморозки начинаются. Если не очищу, это все замерзнет. И буран с места не двинется. Вот так. Ну, попробовали порыбачить, и то ладно. Одним словом, сейчас я буду возле избы. А может, к вечеру, если чуть-чуть подморозит или хотя бы 0 или минусовая будет, может, поближе на речку схожу порыбачить еще. А сейчас я сырой, весь сырой. Вот такие дела, ребят. Погода не радует. Вчера хорошая, -7 было. Ходили, целый день бродили, а сегодня как-то... Ну, ладно, погода есть погода. Будем отдыхать. Вот фанаты рыбаки. Целый день рыбачат. Смотрите, капает. Видите? Это, считай, ну, 1-2 часа я бродил там. Вот это да. Короче, с деревьев все. С деревьев снег падает на буране, когда ты едешь. Ну, короче, не надо там объяснять, кто охотник понимает. Такие дела. Хорошо, что я вовремя приехал. Сейчас вообще может будет таять. Можно и там зависнуть. Если будет серьезно набивать, там буран станет, не поедет. Надо все время очищать. Короче. Время без 10:02. На улице +1, сильнейший снегопад. Вообще, сейчас за водой сходил. На лыжи так прилипает снег, невозможно идти. Все, я в западне, короче. Ни туды, ни сюда, только возле избушки. Хотел на рыбалку сходить еще, но думаю, вряд ли куда я дойду. Сейчас до речки я полчаса буду идти. А там по речке
Некоторые повороты надо напрямик идти. Подожду до завтрашнего дня. Завтра посмотрим, может заморозку ударят. Если ударят с утра, уж буду рыбачить. Блин, такая засада. Но я ожидал это должно было случиться, потому что синоптики говорили, что сегодня +1. +1, ну чтоб так все липло. Из деревьев снег начал падать. Если уже из деревьев падает от тяжести, от этого сырости, значит это действительно там тепло. Я переоделся, это последние штаны у меня, теплые штаны. Подштанника нету, ничего, все сохнет там. Все капает. Буквально там сходил-то, съездил-то есть. Надо было заснять, как я там гору поднимался, гору спускался. Вот, наверное, поэтому и быстро я промок. Снег сырой, оказывается, уже. Вот я вышел, посмотрел, как будто снег не такой сырой. Буквально за полчаса каких-то, 40 минут, все так резко поменялось на улице. Вот резко. И все стало сырым. Вот такие делишки. Я второй раз уже затопил печку. Ну, везде открыто, поддувал, окошечко маленькое, вытяжка открыта, дверь пропускает холод. Одним словом, затопил, заодно подогрел суп. Я сейчас буду обедать и чай по-новому вскипятить. Вода есть, принес воду. Тулан хитрюга, блин, не подпустил меня. Как понял, что его хотят осмотреть, ушел. И он, если не захочет, его не подманишь, он не придет. Бесполезно за ним бегать. Это Айда под ноги, она упадет там. А Тулан другой, вообще другой. Как-то... Но он отличается от Айды. Вдруг аппетит у меня появился. После рыбалки я под одеялом лежал, вот сколько там. Наверное, уже засыпал, потому что 2 часа сейчас. Успел печку затопить. Может, от нас-то у него так. Потому что целый день вчера он тоже бегал. Нас полностью не выдерживает. Вес собак, он проваливается и думаю, у него шерсть с лапы отлетает. В общем, я обедаю, ребят. Не буду свой чавканье снимать. Как сказать, никакие мыслишки в голову не лезут. Ой, обалдеть. Или снег убирать, выйти. Тоже сейчас за 10 минут ты отсыреешь. Сперва вычищу буран, а там посмотрим, как дальше.